Тут у нас тепло. Установочка работает. Все, отправляемся дальше в путь, друзья. Перееду вправо до заправки, потом ты заправишься. Принял. Короче, заезжаем на заправку. Поворот на Можаевку заправка. На улице Дубак, я не знаю, такое чувство, что все, наверное, 30. А на самом деле там вроде 16, что ли. Дальше. Жека заправился с одной стороны, потом переехал. Сейчас у меня будут такие же процедуры. Все, заправились до полного, как говорится. И колымбаки, все у нас заправлено. Самая дешевая заправка 50, что-то с копейками. 50-20. Вот. В Амурской области, друзья, по всей дороге, ну, практически все нормально. И вот лишь вот здесь район космодрома Восточный, район Циолковского, находятся ребята, которые контролируют процесс движения всяческим образом. И на скорость, и еще как-то. Но так можно сказать, Амурская трасса спокойная. Направо космодром Восточный в ту сторону. Вдумайтесь в эти слова. Космодром. Космодром дело серьезное. Можно пойти покушать, я так думаю. Может, Нескафе? Да когда теперь на бал? Когда меня принц найдет? Приготовились! Нескафе Голд. Для самых ценных моментов. Я половинку борща и рулетик с макаронами. Не знаю. То, что здесь стоит, это вот, надо вот это брать. Это уже устало, да? Что там еще? Какой-нибудь ерунды. Вот такой вот. И первое, и все. Че? Трава. У дома моего. Нормальный выбор. Борщик есть? Будьте добры. С майонезом. Еще одну борщ сделай. Второй будете что? Не, второй не буду. Все. А где взять кипяточек, скажите? Кипятится. А, вот в чем дело. Я понял. Попозже можно подойти будет. Нету. Вот это вот только водички потом набрать. 243. Угу. Так, сдачу мне дали. Все, я пошел. Турун-турун-турун. Вон наши машинки с Жекой.
Ну что, друзья, приятного аппетита мне. Такая вот еда. Сейчас за чаем схожу. Жека уже отъезжает, не дождался меня. Я еще колеса не проверил. Кстати, на кафешке стоим, тепло капает. То есть подтаивает. Не то, что прям совсем тепло, но подтаивает. Купил вонючку, друзья. Ну, чтобы запах был. Эти уже не работают. Пока сюда бросил, поедем. Потом придумаю, куда положить. В общем, на семерках, друзья, тепло. Последние, наверное, теплые моменты на сегодняшний день, потому что дальше мы все ближе к северу. Сейчас еду навстречу. По рации спрашивает парень: ты Володя? На красном включу. Я говорю, да. Я, говорит, тебя смотрю. Илья, привет. Это ты мне по рации кричал. Лайк тебе, как обещал. Хорошей дорожки. Гад, сила чувствуется. Подъем легко, прям без усилий. Обгоны. А на этом едешь и думаешь, успею, не успею. 12,7. Детройт, конечно, он простенький, но и слабенький. Ну а так, рабочие лошадки, конечно. Но я бы все-таки себе котяру поставил. Сворачиваем на север, друзья. Трасса Лена. Называется Большой Невер, Нижний Бестяг. Стелла трассы А360. На улице температура минус 8. Проехали Соловьевск. Двигаемся дальше. Это обозначает: не прижимайтесь к обочине, ребята. Не прижимайтесь к обочине. Она есть повсюду. Давай, Владик, все нормально. Да, тренировку на хули не сыпет. Все, пиздец. В общем, примерно вот так все это происходит. Работа идет, реконструкция идет. Альдегой выравнивается. Итак, ребята, вернулись на старую дорогу. И вот, ребят, начало Альдегоя с этой стороны. Ну, такое, можно сказать, петля сложная, если идет снег. Здесь нужно не зевать, разгоняться. Чего раз, повтори? Рома, пошел мне что сказал? Сейчас будет вершина его, и там будет спуск. Вот здесь аккуратненько. Аккуратненько по времени чуть-чуть лимона приотпустим. Это старый Альдегой, друзья. Вот скоро этого не будет всего. С одной стороны хорошо, да со всех сторон, наверное, хорошо. Сейчас он засыпанный, погода хорошая, волноваться, можно сказать, не о чем.
здесь вот, ребятки, повисают с той стороны все плохую погоду. Вот здесь, именно здесь. А сейчас тут еще. Поаккуратнее, где там по платье и, короче, экскаватор. Широкий, аккуратно. Асфальт практически, да? На горнячке идем. Чуть-чуть притормаживаю. И вот, ребятки, еще одна петелечка, и все. И там практически уже внизу. Все. К вам Европа вынимает. Машинки пошли. Смотри, потихоньку, братишка, встал. Вон, притормози, Америка поднимается, он успеет проскочить, Америка газует. Блядь, это пиздец. Давай, подходи. Давайте. Газуй, пройдешь. Ну, это начало подъема, поэтому, в принципе, ничего такого. То есть сейчас американец разгонится. Америка, до конца будешь спускаться? Подожди, тогда я спущусь. Ребята, я, может, проскочу тут потихо, а вы тут уже езжайте. Вниз спущусь. Вот это место почему-то так херово посыпано, а там дальше все нормально. Странно. Так на бугры надо ходом идти, а не ползти. Все, ребята, вот он был ледогой. Вы все видели. Если, друзья, учесть, что это хорошая погода, благоприятная для подъемов, то можете себе представить, если тут будет снегопад. И одна нога это... Здесь нечего делать, ребят, с одной ногой. Те, кто давно ездят, они еще знают, когда ехать, когда не ехать. А кто вот приезжает первый раз, все встревают и перекрывают дорогу всем. Кто-то меня спрашивал, что такое одна нога. Одна нога это... Он неровный пиздец. Один ведущий мост задний. Одна нога. Абсолютно нормальная дорога, друзья. Но вторая машинка. Две машинки здесь висят, вот на этой дороге. Короче, братцы, ситуация такая. Стоим на заправке в Тынде. Вон Джека. Вот Дима, да? И я.
У Жеки пропали как бы габариты, фонарики не работают. У меня пропали тоже все фонарики габаритные на телеге. Ничего не горит. Фиг знает. Прошелся, пошевелил эти штуки, все нормально. Но не загорелось. Температура сейчас на улице минус 20 на Тынде. Говорят, что ночью под 40. Значит, что дальше? Короче, марш-бросок совершили. Сегодня ночью мы поехали, вернее, очень-очень рано утром с Коляна. И сейчас мы в Тынде. Вот. Говорят, что будет снежок, поэтому хотим в Лопревские подъемы перевалить, добраться до Нагорного или куда-нибудь там. Там где-нибудь стать. Примерно так. Сейчас заправимся до полного и поедем дальше. Приключения продолжаются. Ручка опять отломилась. Вот это болтается. Все. Короче, не буду я опять сейчас тут на ночь что-то выяснять. Я просто лягу спать. Короче, пацаны рядом все. 3 машины. Вот здесь вот. 1, 2, 3. Короче, ночуем. 4 часа заводим тачки. Или 5 часов. Чтобы не замерзла машина. И там видно будет. Спим дальше, либо едем. Так что все, на сегодня. Друзья, всем доброе утро. Значит, ночевали сегодня на... Не доезжая Иенгры. Значит, скоро будет Постберг какие-то. Мы проверили все документы. Все как положено посмотрели, заполнили. Запомните, Постберг какие-то, кто у нас не местный. Это серьезно. Документы должны быть все в порядке. Иначе удачи не видать. Особенно не габарит, друзья мои. По не габариту. Даже не думайте, что прокатит. Река Иенгра, поселок Иенгра. Погодка на улице морозно, и поэтому пока хорошо все. Снег, который даже если дует, дороги не прилипает. С дороги сдувает его, и поэтому не скользко. Минус 20 с копейками. Итак, ребят, видео, где я помогал человеку. Это была ночь, все было темно, а сейчас как раз светло. Вкратце расскажу. Машина стояла у него где-то вот в этом районе. Вот где-то 362 табличка, где-то вот здесь. Как раз возле бруствера. Темнота, узкое место. И, в общем, здесь происходило все это действие. В итоге здесь мы перелили солярку. Завести я его не смог. И покажу, где мы потом стояли. Здесь я его, ребята, тащил. Хотели с толкача, с буксира завести, так и не получилось. Смотрите, какие седые елочки. Как выглядит прикольно. Так, ребятки, вот он магазинчик, сюда надо заехать. Кафешка здесь и магазинчик. Значит, ребят, кушать мы тут не пойдем. Магазин на Чульмане. Значит, эта дорога дальше на Якутию. Это объездная. А вот магазинчик. Столовая есть. Где тут магазин? Где он здесь? Короче, я даже не знаю, куда Жека тут ходил. Где-то здесь есть автомагазин, по-моему. В общем, я протер стекла. Жека, глядя на меня, решил тоже это сделать. Вот, короче, я сейчас, можно сказать, прорекламирую вот эту вещь, чем я брызгаю. Сейчас на улице мороз. Обычно, когда в мороз ты моешь вот этим омывателем, он, ну, который, знаете, оставляет разводы. Это охеренная вещь. Сейчас я в машину зайду и, можно сказать, сделаю рекламу. Мне за это не заплатят, но просто мне понравилось. А то, что нравится, я всегда доношу людям для сведения. Только протер, вид изнутри. Будем считать, что более-менее. Тут кое-что потерто. Вот здесь я просто не увидел. Там было, надо снаружи сделать. Ладно, дело в чем? Дело в морозе. Алиса, сколько на улице температура? В настоящее время в Архаре минус 8, малооблачно. Какая Архара? Алиса, в Чульмане сейчас какая температура воздуха? Сейчас в Чульмане минус 20, облачно с прояснениями. Ну, так уже похоже, спасибо.
В общем, двадцатку давит. Двадцаточку давит. Жека он тоже все решил протереть. Я сейчас сделаю рекламку все-таки. Вообще тема прям нравится мне. Значит, называется Керри. Зимний очиститель стекол. Работает до минус 30. Не оставляет разводов. Экономичен в использовании. Тема офигенная. Абсолютно грязные стекла, да? Значит, вот так вот он почистил. Причем грязной тряпкой, ребят. Я эту тряпкой уже раз 5 протирал. И как бы даже после грязной тряпки разводов нету. Значит, стоит, я не помню сколько, но достаточно дорого. Река Чульман. Мост и паровоз. В общем, сейчас хорошая погода. И самое главное то, что утро. То, что видно, все хорошо. Стеклышки я протер. Надеюсь показать вам хорошие места. Самое интересное, я стоял, КДМщик или как это, вот эта херота, стоял перед мостом. За мной сейчас никого нету. Он вырулил передо мной и поехал. Не айс. А тут сейчас подъем будет. Так прям капец какой-то, надо обгонять его. Видно, досадно, ну ладно. Поговорка, да? Только что протирал стекла, все было чистенько. Вот КДМщик. Дорога чистая, снега нет. Но надо же попасть именно. И передо мной повернул. Ну ладно. Что ж теперь. Из Чульмана, друзья, будете выезжать. Мост прошли. Идет подъемчик наверх. Проходите аэропорт. Выбирайте еще в районе аэропорта передачу. Пониже, так, чтобы вы точно вытянули. Потому что дальше будет все усугубляться. То есть там тяжело будет выехать. А если будет гололед, все, вы там и останетесь. Шлифанете по-любому. Для тех, кто не знает. Считаю, ребята, в природе красивые места, когда ты больше всего обозреваешь, больше всего видишь. Доступно твоему взгляду, взору. Да, друзья, это, безусловно, одни из самых красивейших мест в Якутии, которые доступны практически любому глазу человека, который проезжает здесь на автомобиле. Сколько, конечно, недоступных мест есть. Сейчас будет через несколько поворотов еще Чульмаканская петля. Сказка. Называется «Живая сказка и легенда». Чульмаканская петля, друзья. Каждый раз здесь проезжаю, не могу оторвать взгляда. Она не такая сложная. Хотя кажется на вид, что она прям тут проблемная такая. Нет. Если с головой дружить, не разгоняться и дрифтом в боком не входить в повороты, то нормально все. И посыпается она хорошо, и широкая достаточно. И не такой уж и большой здесь подъем и спуск. Хотя выглядит это реально глобально. Погода шепчет. Вот оттуда мы спускались сверху. Вот она пошла дорожка вниз. Я думаю, такие места есть еще, конечно, в нашей великой стране. Почти спустился, друзья, вниз. Значит, многие меня исправляют. Кто-то говорит, что Чульман, Чульманская, там, Чульманский перевал. Ну, может быть, ребят, я сам не местный, но мне один авторитетный человек сказал, что это Чульмаканская петля. И называется она так, потому что здесь внизу протекает река Чульмакан. То есть все здесь перевалы в основном называются честь ручьев или рек, которые проходят внизу любого из перевалов. 434. Ребята, кто здесь впервые, обязательно считайте столбики. Они могут вам помочь очень сильно. Дальше я сделаю руководство по прохождению перевала Тит. Таким, каким я его знаю на настоящий момент. 2020 год.
Красиво, правда? И так приходится делать часто машинам этим. Даже если нет снега, надувает ветром. Большой Хатыми, друзья. Итак, с этого момента я хочу вам рассказать о том, как правильно проходить перевал Тит. То есть это будет руководство по прохождению перевала Тит от меня, от Вовы Драга. Для начала идем кушаем, после этого продолжим. Здесь стоит Женька, ждет меня. Это все, я иду в кафешку с Женькой. Я не в эту иду, а в ту, в другую. Ветер, друзья, извините. Кафе Транзит. Зайдем. Итак, ребята, информация для тех, кто здесь никогда не был, либо если был, но не столкнулся с такой проблемой, на всякий случай. Как правильно преодолевать перевал Тит? Это самый сложный участок на протяжении этой трассы до Якутска от Большого Невера. Ну что, это место называется Большой Хатыми. Здесь есть две кафешки и есть площадка, стоянка. Кафе Экспресс и есть кафе Транзит. Значит, я был в кафе Транзит, сейчас покушал, и мне это кафе почему-то больше нравится, как там готовят, тоже нравится. Про это я ничего не буду говорить плохого, потому что я там был один раз, что-то такое, и толком я не понял. Поэтому можете поэкспериментировать, друзья. Дальше. Это место, если у вас будет по дороге плохая погода, и вы до сюда доехали, если у вас еще не отпало желание ехать дальше, то при плохой погоде нужно останавливаться здесь, если тем более у вас одноногая машина, то есть, грубо говоря, с одним задним ведущим мостом. Я имею в виду грузовиков, ребята. Про легковых я ничего не могу сказать. Дальше. Если сложилось так, что еще на дворе день, погода хорошая, как сейчас, у вас есть цепи, у вас есть хороший заряд бодрости, то вы можете покушать и продолжить свое движение. Ну что, поехали дальше, а дальше по пути расскажу. Итак, друзья, до этого перевала, как я уже сказал, там не будет больше таких мест, где можно спокойно постоять. Тут будет много машин, как-то воспользоваться помощью кого-то, может быть. Вот, поэтому стойте лучше здесь, если плохая погода. Потому что здесь раньше еще висел телевизор, сейчас не знаю, куда он делся, о предупреждении, что там с дорогой происходит. Поехали дальше. Друзья, когда увидите такое, то значит наверху будет площадочка, стоянка. И там будет в конце стоянки табличка 495. Останавливайтесь на той площадке. Дальше я расскажу почему. Итак, друзья, вот эта площадка. Она вот имеет такую ширину. Она абсолютно ровная. Машина никуда даже не катится. Но я вам, конечно, неправильно чуть объяснил. Чуть-чуть не доезжая этой площадки стоит табличка 494. А после нее на спуске буквально недалеко будет 495. Ну, запомните, между 494. В общем, друзья, если вы каким-то образом проигнорировали мое предупреждение о том, что в плохую погоду после Хатыми ехать не стоит, или получилось так, что плохая погода застала вас врасплох именно здесь, хотя это тут всего лишь несколько километров, тогда на этом пятачке вам нужно одевать цепи. Цепей должно быть на каждое колесо ровно столько, сколько колес, грубо говоря. Не 2, не 4, а все цепи на все ведущие колеса. Дальше. Если у вас одноногий тягач и погода все-таки бушует, грубо говоря, идет снег, шансов мало, что вы подниметесь. Они есть, но очень мало. В большинстве случаев придется прибегнуть к помощи тех, кто сможет вытащить наверх. Дальше. В плохую погоду не успевают машины, они не справляются. Хоть они засыпают, чистят, но когда идет снег, это все быстро засыпается снегом и мало результата. И в принципе в плохую погоду они только, может быть, расчищают, но практически уже не сыпят, потому что нет смысла. Но если они даже будут работать, ребята, надежды мало, что вы подниметесь.
даже в хорошую погоду, когда все засыпано хорошо, не каждый, значит, может на своем грузовике подняться там. Значит, ну что, я думаю, что нам нужно будет продолжить, и дальше уже будет понятно. Не забудьте, это последнее предупреждение между 494 и 95 километром. Проехали 494, 494 и останавливайтесь на эту площадку. И надевайте цепи, либо стойте здесь. Потому что дальше будет дорога, метель, ничего не будет видно. Если будет пурга, там большие ветра в этом месте продуваются. И все. Там будет не очень комфортно. Тит видно отсюда. Вот он. Вон тот перевал. Поехали, друзья. Итак, цепи надеты, трогаемся. Немного спустились. Вот он, 495. 496. Это только мы спускаемся к подножию Тита. Итак, ребята, все ближе и ближе. И вот мы подбираемся уже к подножию Тита, и уже начинается небольшой подъемчик, который практически машина не чувствует. Открывается такой вид, такие красоты. 498 километр. Табличка. Едем дальше. Пока ничего страшного. Но машина начинает нагружаться. Хочу вас предупредить заранее о том, что вы возьмете Тит с разгона, ходом. Забудьте даже так думать. Если вы в плохую погоду поехали, не надев цепи, и думаете, что сможете перевалить, особенно касается одноногих грузовиков, забудьте про это. Ничего не удастся. Вы помешаете и другим, ну и, соответственно, себе тоже. То, что видите вот сейчас подъемчик, это ни о чем не говорит. Это только у подножия Тита. Это просто маленький подъемчик. Просто берем его ходом. И я уже когда скажу, когда что делать дальше. Ходом практически спокойно этот подъем берется. Обороты даже не проседают, друзья мои. Каким бы он страшный на вид ни казался. Но это еще не перевал. Это даже еще не начало подъема. Это только подножие. Итак, ребятки-октябрятки, я делаю рацию потише. Смотрите внимательно. Мы выходим на плоскую прямую поверхность. И вот это уже начало подъема. Начало подъема Тита, друзья. Сейчас вы не почувствуете ничего. Но я вас предупрежу об одной вещи, которая вам поможет как-то в будущем. Здесь есть такое понятие, как аппендицит. С левой стороны. Оно будет, я вам покажу, где оно. Сейчас я пока иду на повышенной передаче. Так, Женя мне звонит. Сейчас еще нет никакой нагрузки, друзья. Сейчас все нормально. Некоторые, кто не надел цепи там, где я вам сказал, начинают их одевать примерно вот здесь. Я вам покажу. С этого момента. Видите, желтые таблички стоят? Желтые. Вот они. Вот здесь, ребята. Это последнее, что вас может удержать, чтобы надеть цепи. Сейчас погода хорошая. Тит должен быть засыпан. И вот отсюда начинается уже проблема. Вот там, где есть маленькая легковушечка, там очень серьезная проблема. Там нужно переключаться только на больших оборотах, если успеете. Именно в том месте. Вот где идет машинка. С левой стороны вы видите аппендицит. Туда можно сдать задом. И потом штурмовать с разгоном, но это не поможет. Ребята, если вы не смогли сразу, ничего не получится. Итак, ребятки, наблюдайте за ситуацией, которая происходит. Смотрите обороты. Я буду переключать, не дожидаясь, когда они упадут. Переключился. Сейчас у меня идут обороты. Какая там у нас? 6-я передача. 7-я передача у меня. Смотрите, у меня начинает движок напрягаться. Я не буду ждать. Я резко включаю на 6-ю. На 5-ю, ребята. Сейчас все засыпано. Все просто идеально.
для таких машин, как Америка, просто идеально. Видели первые буксы. По встречке здесь подниматься не надо. Здесь не думайте подниматься по встречке. Только здесь сыпят полосу. Там спускаются люди. Едем дальше. Вот такие обороты держим, ребята, держим. 1,5 там сколько будут, держим. Женя меня замучил. Сейчас я ему скажу. Сейчас скажу. Жень, давайте я перезвоню. Я еду на Тита и снимаю видео, хорошо? Так, короче, вот начинаются буксы, о которых я предупреждал. Если вы подумаете, что дальше машина начнет тянуть и вытянет, она не вытянет, ребята. Вот у меня обороты какие. Идите на максимальных оборотах. А смотрите, Тит-то красавчик, а? А погодка-то какая? Ах, какая красота, друзья мои. Кстати, кто-то уже стоит, я так и не могу понять, кто. Но сейчас это мы увидим, ребята. Обороты держу 1600 сейчас. На американцы. Вот этот парень, скажу вам честно, на трале будет прям, ну просто вот в елочку помехой мне во время поднятия на этот перевал подъема. Прям в елочку, ребят. Вот мы сейчас будем расходиться там с ним. Я лучше подсбавлю сейчас оборотики. Или он меня хочет пропустить? Ну ему-то вообще нельзя сейчас тормозить. Пускай идет человек. С тралом как идешь, так и иди. Делай как что надо. Хочешь по встречке, давай. Я легкий, я объеду, если что. Ладно, да, пока ты идешь, я тебя обойду. Короче, ехать надо вот здесь. Как только подъезжаем к этому повороту, вот сюда подъезжаем, друзья мои. Переходим на встречную полосу. Вот здесь, ребятки. Прямо вот так. Все, кто спускается сверху, все знают. Здесь вы точно не подниметесь. Вот здесь, в этом месте, самая нагрузка. Самая. Вот здесь начинает отпускать. Все, меня уже отпускать начинает вот с этого момента. Смотрите. Все отпустило. Я могу прямо сейчас переключаться. И здесь даже перестают сыпать, ребята. Все, Тит взят. Я иду легкий. Не было никаких проблем. Смотрите, я переключился на повышенную. Я не переживаю даже, что на 1000 оборотах у меня выйдет. Я специально ее загрубил. Смотрите. Я к тому, что здесь нет такой сложной нагрузки. Даже сколько там. Видите? Специально вам это показываю. Вот там внизу, друзья, только там была проблема. Где, вот, прислушайтесь к моим словам, делайте все, что я скажу, и у вас все будет окей. Смотрите, я не переключаюсь, поднялся. Даже при той нагрузке. Стоит Жека, ждет меня, я тут видос записывал. Ладно, все нормально. Ну все, ребята, сейчас я вам покажу фотографии вот этой красоты всей. И все будет здорово. Жека снимает видос, как я там поднимался. Ладно, пускай снимают. Сейчас я выйду тоже, покажу ему. Все, дальше начинается Алданский район. Вот такие у нас красоты встречают. Пойдемте взглянем на самого Тита. Ребят, на улице холодно. Покажу я, в каком я виде. Вот в таком. Но сейчас уже, ребята, март месяц. Это должно о чем-то сказать. Жека, привет. Вот он, Тит родной, красавчик. Сбегаю туда, покажу его. Потому что редко, когда бывает хорошая погода, когда я здесь еду в это время суток. Вот он, красавчик, ребятки. Не знаю, экшн-камера гасит мои беговые колебания, беговые. Ну что, друзья, если что-то не ясно, обращайтесь, пишите в комментариях, что так сказал, что не так сказал. В общем, примерно вот так. А дальше, ребят, проблем нет. Все, ветер дует, неинтересно. Трал, который мы обгоняли, и пройдем. Это его вершина, мы поехали вниз. Алданский район. Погодка просто шепчет. Наверное, Якутия так же любит меня, как и я ее. Не знаю, она прекрасна.